Тем временем в общежитии и учебном корпусе СГУ имени Петерима Сорокина на Старовского, 55 продолжает действовать карантин. Он был введен 16 июня. Коронавирус подтвердился у нескольких студентов первого и второго курсов медицинского института. Образовательный процесс и промежуточная аттестация перешли в дистанционный режим. Студенты госпитализированы, и на 2 блока общежития наложен карантин. Мы предусматриваем все меры для того, чтобы не дать возможности распространиться коронавирусной инфекции и профилактическим мерам заболевания среди студентов, которые остались в общежитии. Студенты не могут покидать общежитие. Мы благодарим нашу службу МВД, которые выставили круглосуточную охрану для того, чтобы не допускать выход и заход людей в этом общежитии. Как отметила ректор вуза, меры жесткие, но необходимые. И она просит студентов с пониманием отнестись к запрету не покидать территорию общежития. Всего в здании сейчас 160 человек. С сегодняшнего дня для них будет организована доставка наборов продуктов питания на завтрак, обед и ужин. Ну а в выходные с провизией студентам помогли активисты регионального отделения «Молодая гвардия». Мы, как организация, которая одна из первых включилась во время старта пандемии в волонтерскую деятельность, обязаны реагировать на все подобные сигналы. И когда любой человек, будь это молодежь, будь это человек пожилого возраста, оказывается в ситуации, в которой необходима поддержка или помощь, мы всегда будем рядом. Разумеется, вуз не бросает родных студентов. Постоянное питание организуется уже в ближайшие дни, но пока таким вот небольшим образом, с помощью наших собственных сил, стараемся поддерживать нашу молодежь. Карантин будет снят только через 14 дней после регистрации последнего случая заражения. Если через 2 недели никто не заболеет, Роспотребнадзор примет решение об открытии общежития, отметила Ольга Сотникова.